Николаев расскажет о текущей эпидобстановке в регионе на 24 июля. Александр Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. На сегодняшний день у нас в республике в общей сложности зарегистрировано 5424 случая новой коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки 49 новых случаев, 39 из них в городе Якутске. Хочу также сказать, что 33 человека у нас находятся в тяжелом состоянии, из них 5 на искусственной вентиляции легких. Большая работа сейчас проводится по профилактике детей, выехавших в районы, к бабушкам, дедушкам, к родственникам. У нас по республике сегодня на учет поставлено 12 006 детей. И принятые меры вот в районах республики, на мой взгляд, позволили, во-первых, достаточно хорошую систему контроля за здоровьем детей, приезжающих в районы, установить. Ну и, во-вторых, конечно же, обезопасить здоровье, в первую очередь, родственников старшего поколения от возможных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Случаев заражения как раз вот от маленьких детей, к счастью, стало гораздо меньше, чем было совсем еще недавно. При этом, конечно же, оперативный штаб республиканский очень обеспокоен следующей ситуацией. У нас количество больных коронавирусной инфекцией стабильно. Мы видим, что оно в районе 50-40, уже практически скоро будет месяц. Вместе с тем, если по Якутску мы наблюдаем все-таки тенденцию, пусть слабую, но к улучшению ситуации, то, к сожалению, в некоторых районах, в первую очередь промышленных, у нас есть достаточно большие риски. Нас беспокоит ситуация и по Мирнинскому району, по Неренгринскому району. Сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба мною даны поручения в адрес правительства республики, Роспотребнадзора, органов внутренних дел, администрации главы и правительства оказать помощь по всем направлениям работы для того, чтобы ситуацию в ближайшее время все-таки выправить. К сожалению, мы считаем, что здесь есть и определенные упущения со стороны оперативных штабов на местах. Поэтому в ближайшую неделю будут приняты все решения для того, чтобы и по Мирнинскому району, и по Неренгринскому району ситуация у нас стала лучше. Хочу сказать, что количество тестов у нас все равно остается на 100 тысяч населения одним из лучших в стране. За сегодня, например, практически 3000 тестов сделано. Это все позволяет ситуацию в целом держать под контролем. У нас постепенно уже начинаем мы сокращать количество коек под коронавирусную инфекцию. Вместе с тем, к сожалению, из-за того, что коэффициент распространения инфекции у нас на прошлой неделе был там 1,1, 1,2, сейчас он стал 0,8, мы, к сожалению, не попадаем под требования Роспотребнадзора, при которых снятие вход в третий этап снятия ограничений подразумевает, что коэффициент ограничения распространения инфекции должен быть 0,5. У нас пока по республике 0,8, и еще раз говорю, он у нас на прошлой неделе большую часть был единиц. Поэтому нам еще надо дальше работать над улучшением эпидситуации и по городу Якутску, и по другим районам. Поэтому сегодня мною подписано решение о продлении ограничительных мер по нашим крупным промышленным районам, по городу Якутску еще на неделю по 31 число июля включительно. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке в регионе на 24 июля. Оставайтесь с нами.